на территории сегодняшнего нашего российского государства. И насколько сместились акценты влияния, собственно, тюркских народов на славянские народы, ну, так распорядилась история. Тем не менее, то, как развивается сегодня Российская Федерация, очень здорово зависит от того, какую роль играют все народы в том, что происходит сегодня в политике, экономике, культуре на нашей территории. И сегодня мне хотелось бы, чтобы вы, наши гости, сегодня среди нас очень много интересных людей, политики и журналисты, и главные редакторы, и режиссеры, очень интересные люди. Сегодня мы поговорим о том, как активизировать тюркские народы в России, как сделать так, чтобы роль тюркских народов в развитии нашего государства, в росте экономики и влияния нашего государства, в том числе происходило с помощью тюркских народов, потому что среди нас много прекрасных ученых, много деятелей культуры, политиков, людей, которым есть что сказать и что сделать хорошего для нашей истории, для сегодняшнего дня. Гая Рамы, у вас наверняка есть первый гость, чтобы выступить, да? Да, есть. Значит, это я хотел представить, это Лилия Гадель, да? Она у нас пресс-секретарь штаба, да? Да. Вот, значит, моя соведущая. Ну, я что хочу сказать. Значит, ну, во-первых, кто организатор этого круглого стола, это общественно-политическое движение, называется «Тюрко-татарская Россия». Ну и штаб татар, естественно. Значит, но почему тюрко-татарская Россия? Вот здесь тоже вопрос задается. Это не потому, что уклон на татарский народ, а это реверанс в сторону нашей истории, которую мы уже начинаем забывать. Мы должны вспомнить, что на территории вот этой всей огромной России и за ее пределами СНГ находилась Великая Тартария, о чем свидетельствуют европейские карты многочисленные, как вплоть до 19 века. Вот мы, как наследники Великой Тартарии, значит, стремимся сохранить свою историю. И, с другой стороны, мы хотели бы показать значение наших народов формирования сегодняшней России. И оно немаловажно. Вот если даже посмотреть на русский народ, он частично состоит и из нас, из финно-угров, а славян там меньше всего, это я думаю, правильно? Поэтому у нас со славянами никаких отношений не получается, никак не получается. Россия это евразийская страна прежде всего, я считаю. Мы должны строить свои отношения в рамках этого евразийства. Но с другой стороны говорят, почему вы подчеркиваете, что вы, значит, тюркские народы там и так далее. Зачем это мы подчеркиваем? Ну, в принципе, конечно, все наши пожелания, они совпадают с пожеланиями всех народов России. Это сохранение своей культуры, языка, верований своих сохранения. Но помимо этого, у тюркских народов есть и другие, значит, идеи более укрепления сотрудничества с нашим естественным союзником. Это тюркский мир во главе с Турцией. Почему-то мы все время Россия оттуда отворачивается, хотя преимуществ там очень много. Это вот как бы наши характерные особенности. А во многом, конечно, наши требования, они схожи с требованиями всех народов России. Мы не хотим, чтобы это государство разрушалось, чтобы его разламывали по частям, растаскивали. Так, мы здесь коренные жители, во многих местах мы автохтонный народ. Так, поэтому нам есть за что бороться. Мы создавали это государство. Нас кто-то не назвал государствообразующим, но это, наверное, их ошибка. Понимаете, мы образуем это государство вместе со всеми другими народами. Сегодня нам надо как раз и обсудить, почему мы, образующие это народы, вот это государство, нас слабо представлены на телевидении. Да? Мы не можем ничего сказать о проблемах наших народов в центральных средствах массовой информации. Да? Наши языки государственные запрещают. Вот мы недавно обратились по поводу угрозы армянского фашизма, который действительно есть характерный факт.
И что же нам ответил? Государственная Дума ответила, примем к сведению. Совет Федерации ответил, значит, мы пошли, они послали в МИД, значит, ответ. Понимаете, хотя там есть реальные факты, надо реагировать. Мы есть везде кричим, нам нужна победа, мы за победу. А что получается? Вот. И вот нас посетил неординарный человек, мой друг Максим Шевченко, который многие годы нас защищает, борется за справедливость в нашей стране. Вот прошу вас, Максим, расскажите о своей партии, о своих целях и задачах и о возможностях вот, усиления роли народов России вообще в нашем общественно-политическом движении там, или вот даже климате, да, точнее, российских отношений. Спасибо, Гайрабы, за теплые слова. Ну, даже мне можно, да? Да. На самом деле я не так давно стал лидером партии, Российской партии «Свобода и справедливость». Это абсолютно новая партия, которая возникла на основе бывшей партии спойлера КПСС, которая сдавалась. Но сейчас мы формируем совершенно новое движение, коалиционное движение, в котором в том числе и национальный фактор представительства национальных движений, национальных регионов России планируется достаточно серьезным и внушительным. Ни одна другая партия не обращает внимания на этот вопрос. Моя же позиция всегда была принципиальной, и я и громко заявлял. Когда я был членом Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, я был единственным, кто проголосовал против включения в Конституцию пункта об особой роли русского народа. Я сам русский человек и не пытаюсь себя изображать никакого другого человека. О своем понимании этничности я скажу чуть позже. И, к сожалению, тогда я представитель Татарстана, пряча лицо в пол, проголосовал за этот пункт. И на самом деле выдающиеся ученые, которых я очень уважаю, академик Тишков, профессор Зорин, профессор Михайлов, которые покойная Леокадия Дробежева. Да, замечательные люди, которые много сделали, я считаю, для изучения и развития межнациональных отношений в России. В чем-то Валерий Александрович тоже самое, может быть, ошибался. Как настоящий ученый, но в целом его труды, его работы, его понимание этого, они, на мой взгляд, абсолютно правильны, но даже они вынуждены там, потому что они зависят грантово от политики, а политика, идущая сверху. Я был на этом мероприятии в Йошкар-Оле, сидел от президента там 10 людях, когда был внесен этот идиотский пункт о том, что ущемляется очень сильно русский язык в национальных регионах, и необходимо, значит, факультативно перевести национальные языки, их изучение. Я тогда еще сказал, зачем вы режете курицу, которая несет золотые яйца? Это тяжелой кровью купленная система, сбалансированная на протяжении десятилетий. В схеме межнациональных отношений нет идеальной формулы, ее просто быть не может. И никто, ну и как Валерий Александрович Тишков многократно об этом говорил в своих интервью и бизнес онлайн. Я очень внимательно, еще раз говорю, с большим уважением отношусь к этим ученым, которые будучи вписаны в систему, к сожалению, свои правильные интеллектуальные рассуждения, очевидно, власти не преподносят так, как они преподносят это обществу, там, где они не могут поступиться своим именем ученым. Отсюда, мне кажется, что национальная политика внутри нашей страны сильно искажена и сильно подверстана под определенные представления, которые существуют у нескольких людей там, или группы людей, которые взяли на себя миссию строительства новой России. Они, допустим, полагают, что Владимир Владимирович Путин сформулировал, Ленин заложил, говорит, мину под, значит, Россию, да, межнациональные отношения с Советским Союзом. Дескать, если бы сталинский проект автоматизации был бы принят, было бы хорошо. Мол. А вот то, что ленинский проект федерализации, это, мол, мина какая-то. Понятно, что это абсолютно абсурдное высказывание в 21 веке, потому что в ситуации 19-го, 20-го, 22-го года, да, когда Ленин принимал эти решения, когда вся революция проходила под национальными флагами национальных движений, гражданская война в Поволжье, на Кавказе, в Закавказье, в Средней Азии. Все пылало. Да, когда все пылало, и Украина полыхала вся, украинский, русский фактор, Прибалтика полыхала. Когда молодые народы России, ну, молодые не в силу отношения к истории, а в силу
той эпохи, когда разрушалась Российская империя, в которой этничности не было как политического фактора. Вы знаете, была религиозная составляющая. Православный, иноверец, мусульманин, иудей. Все. Никаких других не было. Ну и по языкам называли азербайджанцы закавказские татары, кумыки, нагайцы кавказские татары, значит, вы поволжские татары, еще сибирские татары. Это же все идет оттуда. Муджарские татары. Какие-то еще татары есть, очевидно, гагаузов, наверное, тоже как-то называли. Муджарские, да, как раз. Ну, в общем, все, как говорится, были татары какие-то, да, там. Никого не интересовало. И в этом смысле, на самом деле, мы же можем, уже осваиваемся и достаточно глубоко понимаем то, что, к сожалению, советская власть не понимала, и что, по мнению, на мой взгляд, выдающегося ученого Сергея Георгиевича Карамурзы, привело к крушению Советского Союза. То, что все утрамбовывалось в исторический материализм и этничности, который Сталин даже придавал особое значение, да, национальный вопрос о языках, он считал это важнейшим вопросом, не придавалось просто никакое значение. Ну все, вот с 5 марта 1953 года национальная политика прекратилась в какой-то ни было форме, правильной, неправильной. А на самом деле любая политика, она даже если она неправильна сейчас, она потом позволяет, она просто исчезла. Просто союз народов, все хорошо, республики, автономные республики, все национальные квоты, все отлично. Языки тут, языки там. И ни процессы формирования сознания, ни процессы формирования интеллигенции. Советская власть, сама способствуя объективно формированию на базе народов политических субъектов с современной достаточно государственностью, ну, допустим, 15 советских республик или автономные республики в составе, значит, Российской Федерации, Грузии там, или и так далее, все имели органы управления, все имели фактически свои подразделения КГБ, правда? Все имели партийные, ну, подразделения, да, там это не было, наверное, коммунистической партии Каракалпакии, да, в Казахстане. Это, наверное, казахская считалась коммунистической партией. Узбекская, да. Но так или иначе, все равно, да, это же все было. То есть своими руками создавая, помогая развиваться народам, что, наверное, было правильно, вместе с тем не давали никакого концептуального обоснования. И к национальности относилось, на что мне очень понравилось в книге Карамурзы «Демонтаж народа», и вообще он обратил на это внимание, что несмотря на то, что способствовали развитию модернизационных процессов, государственность, язык, создание интеллигенции, возникновение в силовых структурах, то есть в армии, допустим, людей, которые, ведь не заставлял же никто Джафара Дудаева записываться русским, да, вот чеченец, генерал, он был полковником на момент распада СССР, имеющий допуск к ядерному оружию, правда? Там или Руслан Аушев, герой Советского Союза, или многие другие люди, да? Поэтому представления об этничности были с 19 века. Чуть ли не примордиалистская концепция, что кровь является основой этничности, и вот, мол, вообще не думали на эту тему. Генетика у нас, значит, продажная девка империализма. Во многом можно сказать, что интерпретация там генетики с точки зрения, что есть народы более высшие, более низшие, это, конечно, продажная девка империализма. Тут и не поспоришь даже, да, что какая-то раса или какой-то народ, допустим, англичане генетически более совершенны, чем зулусы. Это общее место в 19 веке было, на эту тему писали не какие-то маргинальные мыслители. Помню, в детстве меня поразило, у деда моего Макс Нардау там стоял, значит, там я просто читаю вот эту вот про расы высшие, низшие. Дико популярный мыслитель был, между прочим, сам еврей, рубежа 19-20 веков. Нам это кажется диким, но если мы посмотрим советское представление о национальном, то как бы они занимали позицию, вот лучше об этом не говорить, правда? То есть процессы идут, что-то там рождается, что-то происходит, развивается наука, развивается литература, огромные массы народа, которые раньше были неграмотными, получают доступ к русскому языку, развиваются национальные языки. Советская власть способствует развитию, вместе с развитием археологии и истории, и Института истории Татарстана, Махачкале Институт истории, значит, и так далее, способствует развитию национальной мифологии. А как, а что с этим делать, как происходит, никто ничего не делает.
Поэтому и получили. Когда грянуло в конце 80-х, были беспомощны как дети. И до сих пор, на мой взгляд, до сих пор политика российского государства, она идет не по линии решения проблемы и создания адекватной современной системы, которая бы соответствовала меняющемуся миру, который меняется вместе с бесценным даром, который у нас существует, человеческим сознанием, индивидуальным и коллективным. А просто вот давайте все упростим. Есть главные русские, это позволяет нам управлять хорошо государством. Почему они главные? Ну, русский язык же главный, да, это же государственный язык. Значит, и русские главные, да. И как бы вот все, есть все остальные, которые вот коренные там народы. Есть еще мигранты какие-то, которые приехали, которые тут как бы должны изучать историю за чем-то России, написанную Карамзиным там и потом пропагандистами советскими. И все, да? То есть это вообще никакой, это не национальная политика. Робкие попытки академика Тишкова или профессора Зорина высвоить какие-то иные концепции, но наталкиваются, что да, это типа все интересно, но вот у нас вот есть простые задачи управления. Есть вот Татарстан, вот все татары должны подчиняться, например, Татарстану, да, а башкиры Башкортостану станут, а чеченцы, значит, Чечне, да, а дагестанцы, тут, конечно, сложнее, потому что народу там много в Дагестане, и сказать, что все должны подчиняться Дагестану, тут уже логика не работает, потому что, да, вот в какой-то мере. Тем более, что выясняется, там половина лезгинта, оказывается, живет в Азербайджане, да, там, а как быть, а что делать, ну и так далее. А с армянами вообще непонятно. Я с уважением отношусь к армянскому народу, но в России армян живет больше, чем в Армении этнической. И это армяне уже в 3-м, 4-м, 5-м, 6-м поколении. Кем их считать? Коренным народом, мигрантами? Государство там находится. А армяне живут в Пятигорске, понимаете, в Ростове, в Краснодаре уже там так давно. Ну, лучше об этом не думать. Вот дайте об этом думать не будем, русские. Тем более, что армяне с удовольствием скажут, мы тоже, говорит, русские. Ставят там Андроник Марцелович Мигранян говорит. Или вот недавно Рита Симоньян, ее муж Киасаян, и, значит, Роман Бабаян поехали в Донецк проводить русский мир. Значит, вот они проводили против, мы не возражаем. Здесь важный момент, который заставляет нас вообще по-другому и по-новому смотреть на проблему международных отношений. Теперь я высказываю свою позицию. Я решительно отрицаю любую концепцию, которая предполагает кровь как носитель какого-либо культурного или национального кода. Мне кажется, что подобная концепция абсолютно неприемлема. Она исходит из того момента, когда в жизни людей, в науке не было ни психологии, ни еще не написали свои работы ни Фрейд, ни Юнг, ни все остальные. Еще никто не понимал, что такое архетипы. И, в общем, все полагали там в 60-е годы, там, приезжая как генерал фон Зас, истребляя адыгов, их отрезал им головы, выпаривал черепа. Когда его офицеры спрашивали, что вы делаете, господин генерал, он говорит, это интересный антропологический материал, посылаю в Берлин своим друзьям, интересная форма черепов. Это, говорю, русский генерал 60-х годов 19 века. Такое было, так же себя вели французы в Алжире, так же вели себя англичане в Индии. Так они, вот я был в Берлине года 3 назад на конференции на одной, и там все говорят, вот как там, что, выступает парень, приехавший из Намибии. Говорит, здесь, говорит, в музее антропологии лежит высушенная голова моего деда, который немцы после подавления восстания отрезали и привезли сюда как интересный материал. Поэтому прежде чем мы будем с вами, говорит, разговаривать, дорогие немцы, о реальных взаимоотношениях, нельзя ли, как говорится, я похороню останки, ну там не деда, прадеда какого-то, да, потому что он был важным каким-то. Раз так, никому это в голову не приходит. А у нас национальная политика, а какого хрена вы голову Хаджи Мурата храните в Кунсткамере, правда? Или там кожа Джаламы, тоже в Кунсткамере есть такой экспонат, это, значит, один из вождей, значит, антикитайского восстания, кыргызского, если не память, да, Западной Монголии. Я полагаю, что этничность существует в голове человека. И это, мне кажется, в 21 веке мы заслуживаем такого уважения к человеку. Я лично полагаю, что по крови я наследую моему отцу и матери, которые прожили достойную жизнь, и моим дедушкам и бабушкам, и так далее, и так далее, и так далее. Мой прадед, например, Петр Кузьмич Намахонов, левый эсер, был гуран. Гураны произошли от ивенков и ссыльных поляков
и русских на юге Читинской области. Намаконов — это знаменитая ивенкийская фамилия. Лучший снайпер Великой Отечественной войны был Намаконов. Знает, убил там. Наш какой-то дальний родственник. У меня что, ивенк, что ли? Мне говорят, во время Донецкой войны, когда я занял позицию, не что это я противник русского мира с самого начала этой концепции, я эту концепцию считаю крайне вредной, в том числе для Российской Федерации. Ну, я сказал, вот народ восстал, я за народное восстание против олигархии украинской. Значит, мне пишут там с Украины в социальных сетях: ты должен поменять фамилию, ты позоришь фамилию, ты украинец. Говорю, с какого хрена, говорю, я украинец, когда я родился в Москве, мой отец родился в Москве, я всю жизнь жил в Москве, я говорил на русском, второй язык у меня немецкий, которым я свободно владею, что мой дед профессор Гумбольдта университета Берлинского, я закончил немецкую спецшколу. Я с таким же успехом могу быть, наверное, немцем, если вы по языку судите, или по фамилии. А дед у меня, мама у меня белорусская, Юськович Флёр Васильевна, значит, из деревни Щербова Каменецкого района Брестской области, дед мой, он оттуда родом. Да? Ну, видите, рядом, вот, а там Юськович, западно-белорусская фамилия, Василий Фомич, значит, Юськович. Таким же успехом, наверное, мог быть Томашев, потому что, значит, нет, его отец, дед пишет в дневниках, пришел веселый солдат Томаш, так как это было еще в то время, когда не было православизации, были греко-католики, то там, очевидно, вообще он был поляком, мой прадед, если он Томаш пришел и женился на белорусской девушке моей прабабки. Поэтому я-то точно знаю, что вот как у меня в голове, как я считаю себя русским человеком, у меня тут нет вопросов, нет сомнений с этим совсем. И это совпадает с основным мейнстримом, лучшим, который был в русской культуре, который сформулировал Достоевский в пушкинской речи знаменитой. Говорит, русский человек явит себя таким через 200 лет, каким был Пушкин. Ну вот представим себе Пушкина, маленький, с темной кожей, кучерявый, длинный нос, губы отвисают. Его скинхеды забили бы просто битами на улице в 90-е, помните? И не объяснил бы он им, что он придумал русский язык, что он придумал, перевел европейскую культуру на русский язык, что да, а он еще по-французски, он до 16 лет по-русски не говорил практически. Пушкин говорил только на французском, ему это проще было. Поэтому еще он и по-русски не говорил, вы что сказали, мигрант приехал, вали отсюда. Поэтому я при этом дал себе труд очень много прочитать разных книг об этническом самосознании. Я, так как недаром партию назвали по моему предложению партией свободы и справедливости. Высшим достоянием человека, даром, который человек получил, я считаю свободу. Внутренне. Вот для человека считать себя русским, татарином, евреем, армянином, азербайджанцем – это формат свободы, важнейший формат свободы. И ущемлять человека в этом вопросе, я считаю, и мы считаем, все абсолютно несправедливо. Человек должен иметь право организовывать, учить своих детей тому, что вот вы татары, ваши дети татары. Если я русский, я могу учить русское. А вдруг мне мой сын скажет: пап, знаешь, а я вот почувствовал себя больше там, не знаю, перуанцем, например. Я ему могу тамакник принести, понимаете, что ты русский и так далее. Но я чувствую себя кечуа, вот мне нравится кечуа. Мы живем в таком мире, когда уже никакой государь нам не скажет на самом деле, ты русский или ты татарин. Или ты не можешь быть татарином, должен быть русским. Или ты не можешь быть сибирским татарином, вы все татары одно целое, вы все одни татары, а это все разделение. Или ты не можешь быть татарином, ты должен быть крящиным. Ну я не знаю, я просто уверен, что да, мы все сейчас послушаем, но мы же никого не боимся. Мы сделаем по-своему. Вот как кто как хочет, тот так и будет себя считать. И нам этого формата уже не избежать. Поэтому защита человеческой свободы, я считаю, одним из важнейших элементов и целей политической борьбы. Мы должны создать такую политическую систему, при которой люди чувствовали бы себя свободными. И максимальное вот это воплощение внутренней и личностной и коллективной свободы, люди имеют право объединяться и ощущать себя чем-то другим. Я сейчас несколько специально упрощаю то, как формируется этничность. А она не формируется так же, как клуб по интересам. Понятно, что каким образом человек получает первый ответ на вопрос «кто ты?». Когда ты маленький ребенок, 4 лет, подходишь к маме, говоришь: мама, кто я? Мама говорит: ты татарин, допустим. И ты на всю жизнь это запоминаешь. Тебе сказал это или папа. Самый главный, самый важный человек. Еще бабушка подтвердила, дедушка подтвердил, там, и так далее, и так далее, и так далее.
нашим детям и нашим внукам сейчас тяжелее, чем нам в советское время, когда это не имело большого значения, на самом деле, вот, для моего возраста. Ну, я маленький спросил, кто я? Он говорит, ну, ты русский. Ну, русский, хорошо, там, а мой друг там в школе Миша Хамир был еврей, мне было все равно. Еврей, я только уже в 80-е годы понял, что какая-то есть проблема с евреями связана, что есть Израиль, куда надо там уезжать и так далее, и евреям, и тому подобные вещи. Мы считаем, мы уверены просто в этом, что все люди, которые ощущают, важнейшее слово «ощущать», себя принадлежащими к какому-либо народу, все люди, которые ощущают свою связь с историей, которой, конечно же, любая история является мифологией. Вот любая, кто бы что ни говорил. Даже самая объективная, самая суперская история. Самая история там, и то, что Борис Александрович Рыбаков написал про славян, это мифология. И то, что академик Янин написал про берестяные грамоты в Новгороде, наверное, тут есть историки, это тоже мифология. Вот любая, мы ничего не знаем. Мы только примерно представляем, как жили и что чувствовали, что думали люди. Там, даже вот начало 20 века мы до конца не знаем. Я читаю дневники моего деда, записки 30-х годов, да, когда он был арестован, прошел пыточные следствия в Ульяновске тоже. Там. Но я не могу понять до конца вот выбор этого решения. Как вот мне любил Гейдар Джемаль, мой учитель и мой друг, который ушел от нас, будет милостив к нему Всевышний, пускай в день суда. Гейдар, отчим Гейдара был Теймураз Амилахвари, который был достойнейший человек. Амилахвари, кто знает, в Грузии это княжеская фамилия, почти царская фамилия, да, она третья идет там, значит, вот там Багратиони, Гнаташвили, там Амилахвари, в общем. И всех родственников Теймураза расстреляли просто по мужской линии. Только женщины оставались. Он сам прошел кавалеристом от Халкинбула до Берлина, ранен был 17 раз, дружил с Василием Сталиным. Когда умер Иосиф Виссарионович, сел за Василия Сталина, ну, как грузин, за друга сел, там пошел, потому что они уже начали как бы убивать, значит, Васю, значит, прессовать его Хрущев начал. Отсидел, вышел, достойный человек. И Гейдар его спрашивал, уже там в 70-е годы, когда он встретился с его мамой Ириной Леонидовной, Теймураз был директор Тбилисского ипподрома. Князь говорит, Теймураз, как, почему ты им служил? Вот, они же убили всех твоих, имею в виду большевиков. Теймураз сказал, ты молодой, ты не поймешь все равно, так надо было. Вот философия людей, я знаю других таких, мой дед тоже, говорю, деда, почему ты вступил в партию в 42 году после того, что с тобой в 38 году делали? Ну, так надо было, потому что вы не поймете, говорит, вы легкомысленные, другая эпоха. Мы не можем понять 20 век, можем ли мы понять 16 век или 15 век. Мы примеряем свою современную матрицу на мотивы и поведение тех людей, которые не имели электричества, света, которые на самом деле жили под угрозой голода постоянно, надо понимать, для которых война была источником жизни. Мы не живем в таком мире. Для нас война является бедой. В каком-нибудь 13-14 веке без войны у тебя кончалось продовольствие, у тебя кончались там многие вещи. Люди жили, болели. Даже, я извиняюсь, в 42 году были антибиотики придуманы. Да? С этого момента дети перестали умирать от коклюша. Детская смертность до 42 года была то, что сейчас для наших детей кажется просто легким простудой. В 20-е годы 20 века было смертью. Могло 50 на 50 было, а то и раньше. Вот рана Пушкина, она бы сейчас просто легко была бы увеличена фельдшером. Он умер от сепсиса фактически. То есть не было просто хлоргексидин залили бы, да, и он жил бы, Александр Сергеевич, дальше как бы, значит, там это самое, проблем бы не было. Поэтому мы не можем понять, как жил тот мир. Но поэтому мы создаем представление об этом. Это представление для нас, современных, живущих здесь сейчас, имеет огромное значение. Оно подпитывает нашу личностный выбор. Что такое этничность, как я понимаю? Может, я не прав, дорогие друзья, и вы со мной будете спорить на эту тему. Я полагаю, что человек рождается и умирает. Я в Бога верую, но я точно не знаю, как там будет. Может, я буду куском гниющего мяса, медленно исчезающим, а может быть, там что-то будет другое. Это вопрос веры. Знания об этом нету ни у кого на земле. И не может быть такого знания. Нам говорят, пророк знает, и Иисус знает.
И это потому они и считаются такие люди, что они вот знают то, чего не знает никто другой. Но как мне вот жить, просто представим, что я просто знал бы, что я как животное так вот здесь родился, здесь умер, и просто тогда чем дополняется мой смысл? Значит, вот существо другого пола, продолжение рода, но мы не животные, Бог нас наделил, или как-то в ходе эволюции возникла рефлексия, возникла тонкая нервная система, психология возникла, внутреннее самоощущение личности. Просто для человека невыносимо ощущать себя абсолютно одиноким. На мой взгляд, отсюда возникает понимание соотнесения себя с чем-то большим, чем ты, чем твоя жизнь. Просто знать, что ты пришел из тьмы и уйдешь во тьму, это для человека просто невыносимая мысль. Не для одного человека. Отсюда возникает нечто, что соотносится, как говорят психологи и философы, твое личное время, которое ты можешь измерить, время твоей жизни, с чем-то большим, относительно чего твоя жизнь имеет смысл. Это может быть этничность, это может быть религия, это может какая-то политическая история государственности. Это то, что является частью сознания человека. Поэтому это бесценно.